Добрый день, уважаемые коллеги, педагоги, представители профессионального сообщества. Коми Республиканский институт развития образования сегодня проводит онлайн-семинар, который посвящен вопросам обеспечения образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Мы продолжаем серию очень значимых республиканских мероприятий, которые посвящены вопросам сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в образовательных организациях. Мы хотим вам напомнить, что 17 января 2019 года состоялся первый республиканский круглый стол, который был посвящен вопросам организации доступной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и дистанционного обучения. В ходе обсуждения опыта работы по организации доступной среды в образовательных организациях Республики Коми были отмечены следующие положительные тенденции. Коллеги обозначили, что в образовательных организациях нашей республики реализуется программа «Доступная среда», которая соответствует нормативно-правовым требованиям по обеспечению условий доступности объектов и услуг, которые предоставляются людям с особыми потребностями. Также было отмечено, что при создании доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью учитывается преемственность между образовательными организациями разных уровней образования. Стоит отметить, что в Республике Коми создана и развивается доступная среда для детей с нарушениями слуха на базе специальной коррекционной школы-интерната номер 4 города Сыктывкар. Внимание уделилось организации доступной среды в организациях среднего профессионального образования. И участники круглого стола представили информацию по созданию условий в организациях среднего профессионального образования. Стоит отметить, что в Республиканском центре образования созданы условия для эффективной реализации дистанционного образования маломобильных детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе проживающих в отдаленных и труднодоступных районах нашей республики. Очень важно, что в рамках круглого стола был представлен опыт педагогов нашей республики, например, опыт разработки сайта учителя как инструмента сопровождения обучения детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации. Мы отмечаем, что в резолюции круглого стола определены наши следующие шаги. И прежде всего мы осознаем, что в настоящее время перед нами стоит очень важная задача. Это повышение качества предоставляемых услуг, а точнее повышение качества образования. Уважаемые коллеги, мы вас приглашаем принять участие в онлайн-семинаре. И сегодня представители различных образовательных организаций представят свой опыт, свою методологию обеспечения образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Мы приглашаем вас к совместной работе. Мы надеемся, что вы будете активными участниками нашего онлайн-семинара. И у вас есть возможность задавать каждому спикеру нашего семинара вопросы. Я прошу вместе поработать в нашем чате. Коллеги, я желаю вам успешной совместной работы. И мы продолжаем. Предоставляю слово Татьяне Владимировне Насибуллиной. Спасибо большое, Мария Владимировна. И мы, наверное, переходим к очень такой важной составляющей первой части нашего вебинара. Это нормативные основы построения образовательного маршрута обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. И слово предоставляется методисту нашего центра сопровождения специального инклюзивного образования Савенко Наталье Александровне.
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим с вами об основных направлениях работы образовательной организации в процессе внедрения ФГОС начального общего образования, обучающихся с ОВЗ, а также обучающихся с умственной отсталостью. В первую очередь хотелось бы обратить внимание, что в Законе об образовании Российской Федерации обозначены несколько направлений. Это интеграция и инклюзивное образование. Почему мы хотим остановиться именно на двух этих понятиях? Потому что очень часто эти два термина используются как равноценные, хотя между ними, естественно, существуют существенные различия. Потому что инклюзивное образование – это когда все дети с ОВЗ обучаются совместно с нормально развивающимися сверстниками в образовательной организации. Интегрированное же обучение отличается от инклюзивного тем, что создаются специализированные классы в обычном образовательном учреждении, и такое как раз обучение называется интегрированное. Просим обратить на это внимание и не путать в дальнейшем данные термины. Далее, кто же такие дети с ОВЗ и кто такой ребенок-инвалид? Тоже очень часто приходится отвечать на данные вопросы, поэтому мы решили немножечко остановиться на данных понятиях. Итак, обучающийся с ограниченными возможностями – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психологическом развитии, которое подтвердила психолого-медико-педагогическая комиссия. И данные нарушения препятствуют получению образования без создания специализированных условий, на что указывает, естественно, федеральный закон и закон об образовании Российской Федерации. На слайде представлены нормативные документы, куда вы сможете обратиться и более подробно это увидеть. Специалисты по МПК обследуют ребенка в возрасте от 0 до 18 лет и выдают законному представителю ребенка заключение. Этот документ как раз и содержит описание состояния ребенка, речи, мышления и так далее. Заключение включает рекомендации, определяющие образовательную программу, форму обучения, направление работы специалистов в сопровождении ребенка в образовательном процессе. Мне, коллеги, хотелось бы добавить, что на нашем вебинаре сегодня будут принимать участие специалисты как раз Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. И если у вас будут какие-то вопросы по содержанию данного вебинара, вы можете в чате тогда эти вопросы задавать. Итак, давайте все-таки посмотрим, кто же такие дети ОВЗ и кто такие дети инвалиды. Итак, обучающиеся ОВЗ – это дети, у которых есть нарушение слуха, нарушение зрения, тяжелое нарушение речи, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, дети с задержкой психического развития, дети с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами развития, с умственной отсталостью. Некоторые дети могут иметь справку об инвалидности и заключение по МПК. То есть это же те же самые дети глухие, слепые, дети с тяжелыми множественными нарушениями развития и так далее. Статус инвалида гражданам Российской Федерации присваивает только Бюро медико-социальной экспертизы. И обучающийся ОВЗ не всегда является инвалидом. А ребенок с инвалидностью может не нуждаться в создании специальных условий для обучения. Следующее. Особое внимание нужно обратить на детей с соматическими заболеваниями. Дети с соматическими заболеваниями, то есть заболевания сердца, сосудов и так далее, могут обучаться по основной образовательной программе и не посещать ПМБК для получения специализированной какой-то программы для заключения, что им требуются какие-то специализированные условия для обучения. Поэтому такие дети не считаются детьми ОВЗ и детьми-инвалидами. При условии, если у них нет специализированной справочки от МСЭК. Далее, нужно обратить внимание еще, что если родители предоставили заключение по МПК о наличии отклонений в развитии и необходимости специальных условий для образования, то школа, естественно, обязана создать такие условия. Однако
Следует обратить внимание на то, что родители самостоятельно решают, предоставлять данное заключение в образовательную организацию или не предоставлять. Максимальный срок, на который даются рекомендации по созданию специальных условий, это, естественно, длительность освоения уровня образования. Если ребенок с ОВЗ переходит на следующий уровень общего образования и претендует на создание специальных условий в образовательной организации, то ему следует пройти повторное обследование в ПМПК и получить соответствующее заключение. Далее. Хотим напомнить, что с сентября 2016 года были введены в ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью и интеллектуальными нарушениями. И рекомендовано данный стандарт проводить следующим образом. То есть на данный момент, как мы видим, что сейчас уже участвуют в этом процессе уже и 3 классы, и со следующего года это будет полностью вся начальная школа. В образовательной организации целесообразно разработать планы по введению стандарта и основные направления работы в процессе внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ, которые будут в себя включать следующие мероприятия. Это первое, формирование рабочей группы для сопровождения внедрения ФГОС, анализ требований стандарта к условиям, структуре, к результатам освоения детьми ОВЗ образовательных программ, определение проблемных направлений, характер, объем необходимых изменений в информационно-методических материалах, изучение потенциала самого учебного заведения, составление, обсуждение и утверждение необходимой документации, а также должна пройти подготовительная работа с каждым педагогом, работающим в начальной школе. Итак, какие же условия необходимо создать для создания обучения таких детей? Образовательная организация для того, чтобы обучать детей с ОВЗ и детей-инвалидов на основе рекомендаций ПМПК разрабатывает адаптированные программы, создает специальные условия для обучения, утверждает необходимое штатное расписание. Примерные адаптированные программы уже есть примерные варианты, и на слайде представлена ссылочка на Госреестр, где можно найти примерные программы, которым можно следовать как образцами для написания программ. Основаниями для создания специальных условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью, естественно, в первую очередь служит заключение ПМПК. Это для обучающихся с ОВЗ, и индивидуальная программа реабилитации либо абилитации, ИПРА, как ее называют, для детей-инвалидов. Условия для детей с ОВЗ и инвалидностью школа обеспечивает в соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона об образовании 273. Это первое, специальные образовательные программы и методы обучения. Должны быть специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы, специальные технические средства обучения, групповые индивидуальные коррекционные занятия, доступная среда. Это и беспрепятственный доступ, и территория, и так далее. А также сокращенное количество детей в одной учебной группе, либо в одном учебном классе. Какие же специалисты организуют образовательную деятельность? Естественно, что в учебном заведении предусматриваются кабинеты специалистов по сопровождению таких детей. Это кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога, это олигофренопедагог, если он требуется, это учитель-дефектолог, это сурдолог, это тифлопедагог, это тьюторы, ассистенты и медицинские работники. Все специалисты должны пройти обязательно профессиональную переподготовку, либо курсы повышения квалификации в объеме от 72 часов по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ или введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. Подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации в области инклюзивного образования. Чтобы обеспечить образовательную организацию специалистами сопровождения, администрация может ввести должностные должности в штатное расписание или расширить должностные обязанности педагогических работников
учителя-дефектолога, соцпедагога, педагога-психолога и других, а также использовать различные ресурсы других организаций на основе договора о сетевом взаимодействии, то есть межведомственные проекты, которые сейчас у нас реализуются. Далее, организация пространства и процесса обучения. Помещения, в которых проводятся уроки для детей с ОВЗ, и здания в целом, а также ближайшая территория, должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим противопожарным требованиям. В учебных кабинетах должны быть рабочие зоны, игровые зоны, пространство для проведения индивидуальных занятий таких детей. Их структура должна обеспечить возможность организации как отдыха, так и внеурочной и урочной деятельности. Временной режим устанавливается в соответствии с Санпином и законом об образовании, а также приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. Временной режим закрепляется в локальных документах образовательной организации. Деятельность учебного дня для конкретного ребенка определяется только с учетом его специфических образовательных потребностей, готовности находиться его без родителей среди сверстников. Руководство учебного заведения распределяет объем нагрузки при освоении основной программы и программы коррекции, время самостоятельной учебной работы, отдыха, двигательной активности данной категории ребенка. Воспитание и обучение осуществляется на уроках и в ходе внеурочных мероприятий на протяжении всего учебного дня. Обучение детей в первой половине учебного дня может организовываться как урочные, так и внеурочные мероприятия. До 10 часов в неделю в каждом классе. На слайде это все представлено. Во второй половине учебного дня может осуществляться внеурочная деятельность. Она может быть связана как с реализацией коррекционной программы, так и планов по дополнительному образованию детей. В течение урока обязательно предусматриваются физические упражнения, то бишь физминутки, направленные на снятие как мышечного напряжения, а для детей с расстройствами зрения в содержании физминутки включаются обязательно упражнения для глаз и профилактические мероприятия по предупреждению зрительного переутомления и активации зрительной системы. Организация учебного места осуществляется в связи с требованием по здоровьесбережению. Номер парты должен соответствовать и подобран по росту ребенка. Рабочее место должно иметь надлежащее освещение. При выборе парты следует обязательно руководствоваться, какой рукой ребенок пишет, правой или левой. В последнем случае стол, конечно, целесообразнее устанавливать возле окна, чтобы удобнее было ребенку писать. Школьные учебники и все материалы должны размещаться на таком расстоянии, чтобы ребенок с ОВЗ или ребенок-инвалид мог самостоятельно дотянуться рукой без посторонней помощи до данных предметов. Ребенок должен иметь открытый доступ ко всем сведениям, присутствующим на доске, на информационных стендах. При необходимости или при наличии выраженных двигательных расстройств, либо тяжелых поражений конечностей, место ученика может оборудоваться специальными приспособлениями. На парте могут устанавливать персональные компьютеры и адаптированные под таких детей. Далее. Все ключевые положения федерального стандарта должны отражаться в адаптированной программе, то есть АОКОП. Исключительным правом на разработку данной программы является, естественно, учебное заведение. При составлении адаптированной программы следует учитывать, что она выступает в качестве локального нормативного акта, в котором описывается содержание образования и методика реализации стандартов. В АОП конкретизируются положения ФГОС, применительно к специфике данного учебного заведения, составу учащихся, педагогическим возможностям и прочего. В образовательной организации может использоваться несколько адаптированных программ. Порядок и условия разработки определяются в отдельном нормативном акте учебного заведения. В нем указываются правила, периодичность составления АОП, либо внесение корректировок в действующую уже программу. Реализация АОП осуществляется с учетом специфических образовательных потребностей отдельных учеников, либо групп учеников, обучающихся в соответствии с учебными планами. В
том числе индивидуальными, обеспечивающими освоение на основе индивидуализации содержания программы. Реализация программы АОП может осуществляться как совместно с другими детьми, так и в специальных классах или группах детей. Для обеспечения освоения программы может использоваться и сетевая форма обучения. В состав АОП входят обязательная часть и часть, формируемая участниками педагогического процесса. Их соотношение устанавливается в зависимости от вида адаптированной программы. Для осуществления комплексного медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательном процессе в образовательной организации создается психолого-медико-педагогический консилиум. Просьба не путать с психолого-медико-педагогической комиссией. Психолого-медико-педагогический консилиум является важным инструментом психолого-педагогического сопровождения ребенка непосредственно в образовательной организации. Консилиум несет ответственность за создание необходимых условий образования ребенка, которые предписаны по заключению ПМПК, и собирается для решения различных вопросов. Например, организация приема обучающихся, проведение психолого-медико-педагогического обследования, анализ проблем обучения и воспитания ребенка в семье, в школе, организационно-методическая поддержка не только специалистов, но и педагогов, работающих с ребенком. На консилиум приглашаются родители. Также данной комиссией ведется, естественно, совместная работа и с родителями такого ребенка. Наиболее сложные вопросы оказания ребенку комплексной помощи выносятся на обсуждение психолого-медико-педагогического консилиума, в работе которого принимают участие специалисты, которые работают с данным ребенком, и родители обучающегося ребенка. По итогам работы ПМПК составляется протокол. Заседание данной комиссии проходит не реже одного раза в четверть. Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и утверждается руководителем организации. В состав консилиума обязательно должны входить педагог-психолог, учитель-логопед, основной педагог, воспитатель, если таковой есть, учителя-дефектологи по соответствующему профилю, олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог при их наличии в организации или работающий по договору по межсетевому взаимодействию. Также туда могут входить социальный педагог и другие специалисты, а также технические работники, включенные в обучение, воспитание, социализацию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. По решению руководителя консилиума в его состав включаются и другие специалисты консилиума, если это необходимо, а также педагоги. Ну, на этом мое краткое такое освещение данного направления я заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Передаю слово Татьяне Владимировне. Спасибо. Ну и, наверное, в нашем вебинаре мы хотели бы перейти непосредственно уже к опыту образовательных организаций Республики Коми и непосредственно к опыту 16-й школы города Сыктывкары. Это организация внеурочной деятельности, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Опыт данного учреждения мы знаем уже давно, знакомы. Неоднократно школа свой опыт представляла и на курсах повышения квалификации нашего института. Но вот во внеурочной деятельности еще мы не слышали опыта. Пожалуйста, коллеги. Добрый день, коллеги. Вообще в нашей школе обучается 11 детей с ОВЗ и 10 детей-инвалидов. Мы с Анной Владимировной столкнулись с тем, что в нашем, скажем так, сообществе появился ребенок с особенностями здоровья. 3 года назад это произошло. И мы поняли, что с точки зрения теории, конечно же, вроде как мы были подкованы и были в этом уверены, но оказалось, что с практической стороной данной проблемы, к сожалению, мы знакомы не были. И мы понимаем, что здесь очень важно обращать внимание на такое количество деталей, которые мы бы не обратили, может быть, в классе со здоровыми детьми. У нас ребенок с сохраненным интеллектом, у него заболевание неврологического характера. В связи с этим
у ребенка смешанный тип обучения с полной интеграцией, то есть он ходит в школу, ребенок адаптирован. В связи с заболеванием и особенностями его здоровья для ребенка была составлена индивидуальная дорожная карта, по которой определены предметы для индивидуального обучения. На некоторые уроки он ходит вместе с классом, и у него есть предметы, которые он обучается заочно. Да? Вот в связи с заболеванием были выявлены следующие особенности ребенка, с которыми, к сожалению, мы столкнулись. И вот уже методом проб, ошибок, то есть изучением технологий различных, да, то есть эти особенности мы пытаемся, конечно, с этими особенностями, да, работать. Первая особенность, с которой мы столкнулись, это, конечно, быстрая утомляемость ребенка и урок, да, поскольку у нас сокращенная программа, нужно было за 40 минут успеть дать не одну, а порой 2-3 темы. Мы решили разделить урок, разбить на 2 части. То есть первые 20 минут мы пытаемся, скажем так, дать максимально тему, то есть проработать ее, самые такие главные нюансы, моменты, акцент делать на это. И уже вторые 20 минут идет как раз-таки отработка навыков, потому что уроков на такой формат у нас, к сожалению, часов нету. Вторая у нас как раз проблема, второй особенностью является, да, то есть это ребенок у нас с нарушением опорно-двигательной системы и поэтому медленно пишет. Соответственно, уроки у нас, поскольку у нас гуманитарный предмет, у меня история, у Инны Валентины русский язык, литература, мы как раз-таки больше устно работаем. И, конечно же, очень много заданий мы отрабатываем устно, домашние задания больше письменно даем, чтобы ребенок что-то зафиксировал. Для этого как раз мы составляем рабочие листы, и потом уже он эти рабочие листы по факту заполняет, или использование рабочих тетрадей для этого. Следующая особенность у ребенка – это проблема со зрением. Как раз-таки он плохо видит, и работа, например, с презентациями затруднена, то есть с наглядным материалом через компьютер, через проектор. Поэтому мы как раз-таки именно все распечатываем, увеличиваем размер шрифта до 16 всегда. И то есть получается, что уже непосредственно у него перед глазами все это находится. Дальше как раз-таки, поскольку у нас небольшой выбор, да, по деятельности, то есть если мы работаем с ним только устно, надо, конечно, разнообразить его уроки, и мы проводим так называемые уроки путешествий, уроки экскурсии, чтобы ребенок, например, сам в качестве экскурсовода выступал, то есть смена деятельности, где-то он встанет, немножко походит, сядет, то есть, соответственно, здесь и здоровье сбережения работает. Вот. Еще, конечно, то есть у нас одаренный ребенок, и важно работать над его самооценкой, в том числе, например, вот на уроке обществознания мы также работаем над самоконтролем, над оценкой своих поступков, своих действий, чтобы в нем как раз-таки появлялась больше уверенности, потому что он очень часто участвует у нас в мероприятиях на публику, вот, и как раз мы работаем над именно этим, да, вот качеством тоже работаем. Ну вот я еще хочу сказать, что, безусловно, с теорией это замечательно, но, вот на мой взгляд, не хватает преподавателей, может быть, в школе, скажем так, психологической. Да, замечательно, и дошкольников тоже. И я так думаю, что нам не хватает еще такой психологической поддержки, потому что вот на первых занятиях мне было очень страшно, мне было страшно, потому что я первый раз с таким ребенком столкнулась. На занятиях у нас всегда присутствует мама. И было вообще у меня такое ощущение, что ребенок чувствует себя более уверенно, чем учитель. И вот у меня было ощущение, что я в роли ученика, потому что и вот 40 минут занятий для меня как 2 часа. Конечно, безусловно, вот здесь поддержка родителей, а мама всегда присутствует, еще раз повторюсь, на занятия. Я поделилась с ней своими страхами. И вот, конечно, благодаря маме мой процесс адаптации прошел гораздо больше, потому что она меня поддержала, объяснила, на какие именно моменты надо обратить внимание, потому что вы сами понимаете, что особенно в самом начале нашей трудовой деятельности с этим ребенком, ребенок не всегда скажет новому учителю, да, незнакомому для него, что вот он плохо себя почувствовал, еще что-то. Да. А мама всегда, вот у нас была такая ситуация, позже я не скажу, и по спине увидит, что вот сейчас нужно принять какое-то вот решение, да, срочное. Да, также вот еще мы хотели бы больше акцент сделать, поскольку работа с одаренным ребенком, то есть мы именно вот в внеурочной деятельности, то есть это участие в открытых мероприятиях,
это участие в олимпиадах. И вот тоже, как у нас шел здесь процесс, такой опыт тоже мы вот хотели бы поделиться, что в 5 классе у нас начинаются как раз-таки этапы школьных олимпиад, на которых мы решили просто попробовать поучаствовать, поскольку не знали, какая будет реакция у ребенка на учащегося на саму олимпиаду, в каком формате она проходит. Мы особо подготовкой не занимались, больше, наверное, психологической, то есть настраивали на то, что посмотри, как бы порешай, посмотри формат вообще заданий, и непосредственно потом уже мы будем участвовать, готовиться более профессионально. А на самом деле для нас первый опыт был очень положительным, мы победили в олимпиаде, и очень этому рады, и действительно и у учащегося появилось желание дальше работать. В 6 и в 7 классе как раз-таки мы уже начали такую более углубленную подготовку, но поскольку, опять же, уточню, что мы письменно работаем мало, и такие задания больше прорабатываются устно, то есть мы, опять же, даем какой-то алгоритм задания, навыки формируем, а потом уже дома он решает, то есть используя те или иные информационные ресурсы. Также как раз, если мы говорим об открытых мероприятиях, тоже важна очень психологическая подготовка. Он, в принципе, у него хорошо поставлена речь, он не боится аудитории и, в принципе, наверное, более уверенно даже порой чувствует, чем мы. Вот, поэтому как раз в этих мероприятиях мы тоже проводим после обязательно рефлексию, то есть чтобы он увидел свои плюсы, минусы, то есть над чем еще стоит поработать, где, как, то есть послушать других ребят, то есть это обмен опытом для него, это опять же такая социализация, которая ему очень помогает в дальнейшем. Еще в связи с тем, что ему ребенку необходим дневной сон, количество занятий, естественно, сведено до минимума, на который он приходит в школу. И вот вопрос о внеурочной деятельности, именно что доставлять ребенка на дополнительные занятия, он, конечно, тут открылся и сразу же закрылся, да, потому что понимаете, что ребенок дополнительных занятий в классе, в школе, просто он не осилит. Поэтому, если идет какая-то подготовка, то это дистанционный вариант, дается задание. Любое участие в любых мероприятиях обязательно обсуждается, в том числе и с родителями. То есть родители у нас очень тесно, мы с ними сотрудничаем, потому что здесь очень важно не нагрузить ребенка лишним, ненужным. Что касается участия в олимпиадах, вы знаете наверняка, что ребенку предоставлена возможность, ребенку-инвалиду, ребенку с ОВЗ, на олимпиадах, на тех же самых, в отдельном помещении. У нас такой молодец, он с классом, он в школе, и мы сейчас тоже столкнулись, опять же, таким неприятным, может, самым моментом. Дети, которые в нашей школе, они к этому очень спокойно относятся, потому что мама присутствует. Мама ничего не делает, она просто рядышком сидит. Но когда в этом году мы вышли на муниципальный этап олимпиады, дети из других образовательных учреждений, к сожалению, не готовы к тому, что ребенок тоже захотел работать вместе с детьми, не захотела отдельного кабинета для себя. Мама присутствовала, и буквально на следующий же день начались вопросы от коллег, что делал взрослый человек. У нас все-таки эта неготовность ни детей, ни преподавателей некоторых, да, потому что... Безусловно, такое очень большое направление работы, это как раз работа и с детским коллективом, и с педагогическим. Да, и такая серьезная, и мы никогда об этом не задумывались, пока в нашей жизни не появилась такая ситуация, мы теперь понимаем, что и тех детей, которые у нас сейчас, да, у меня, например, 5-классники в этом году, их тоже надо готовить к тому, что в жизни будет все, да, и на любом мероприятии может появиться любой ребенок, поэтому нужно, конечно, быть очень внимательными. Толерантность, безусловно, надо развивать во всех. И, наверное, к вопросу формирования как раз инклюзивной культуры, всех участников образовательного процесса. Пока мы были внутри нашей школы, как-то мы не сталкивались, а буквально в этом году была такая у нас ситуация, пришлось коллегам объяснять, чтобы они объясняли детям, что в этой ситуации тут вариант такой, или мы просим ребенка перейти в другой кабинет, чего он не хочет. Это некрасиво вообще, и почему он должен это делать. Или разговаривать тогда с детьми, да, то есть уже очень сложно. Так, и, конечно, если мы говорим о работе слаженной между не только нами, родителями, между коллегами в том числе, да, то есть поскольку мы работаем неким коллективом, и, конечно же, очень важно, чтобы наша работа была в едином ключе, чтобы у нас была единая как раз-таки программа, как раз-таки сама методика, да, требования к ребенку, потому что действительно тяжело на уроках находиться продолжительное время, и чтобы модель как-то проведения уроков была тоже в едином направлении, что, опять же, очень важно это
договариваться, например, о домашних заданиях. То есть объемы по федеральным государственным образовательным стандартам бывают иногда большие, то есть в виде проектной деятельности, да, в виде, например, исследовательских работ. И, конечно же, мы с педагогами договариваемся, чтобы у ребенка в одну неделю не было несколько, например, таких сложных домашних заданий. Ну и, конечно же, очень важно нам, как коллегам, постоянно обновлять, пополнять свой опыт, повышать свою квалификацию и знания, да, то есть как раз это курсы образовательные, дистанционные, очные, на которых, конечно, это важно знать, опять же, чтобы быть подкованными и вот не было таких неприятных ситуаций в целом. Да, и, конечно же, безусловно, я вот сейчас понимаю, что можно бесконечно говорить вот о детях-инвалидах, о детях с ОВЗ, но когда ты встречаешься с конкретным ребенком, безусловно, нужно очень много знать о заболевании. Прямо вот вы понимаете, что нам в этом отношении повезло, мама нам рассказала все, она всем поделилась. Но бывают ситуации, когда родители не идут на контакт, приходится самому изучать это. И, безусловно, очень сложно. И для этого, конечно же, вот есть сайты, на которых приглашают, да, вот сообщество преподавателей, которые работают с детьми инвалидами, с детьми с ОВЗ. Вот, например, на сайте Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, Центр реализации государственной образовательной политики. Есть интернет-ресурс для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. Там нужно зарегистрироваться, активировать, но там замечательные вещи, там есть учебно-методические материалы, там есть вопрос-на-ответная форма, можно поделиться своим опытом. Там можно задать вопрос конкретный, очень узкий, можно по какому-то конкретному заболеванию, там прям по заболеванию вопросы. Есть там конструктор программ, которым тоже можно поработать. И, безусловно, вот родители играют огромную роль, они помогают. Но вот у меня была такая ситуация, и мы вот обсуждаем конкурсные мероприятия, где мы будем участвовать, особенно в 5 классе 3 года назад. Я обратила на это внимание, потом мы уже перешли к тому же во внеурочке. Бывают произведения, в которых, например, ну вот умирает животное. Значит, я попросила маму, вот это конкретная ситуация, такое периодически происходит, обратить внимание на то, как ребенок отреагирует. То есть это не специально, она его ни о чем не спрашивала. Мама мне потом написала, что вот на момент утопления, да, собачки вообще ни в коем случае нельзя делать акцент. То есть мы понимаем, что на уроке мы, может быть, это разбираем, но здесь мне пришлось это пропустить, но тем не менее ребенок себя почувствовал не очень хорошо. Мама, которая сидела за ним, мне показалось, что он просто расстроился, а она прямо по спине увидела, но она же, конечно, знает, что ребенку стало нехорошо, и вот как-то вот, ну вот здесь, безусловно, без помощи родителей нам не обойтись. К сожалению, не все родители идут вот на такой контакт. И чем еще хороши родители? Дело в том, что любой родитель, у которого есть, я сейчас хочу быстренько закончить свою длинную речь, у которых есть дети-инвалиды и дети с ОВЗ, они сами общаются с другими родителями, у них свое сообщество. И если у вас есть какой-то ребенок, чьи родители не хотят рассказывать о заболевании, вот вам помогут другие родители, потому что, общаясь в этом сообществе, и вот судя по тому, что здесь они друг другу помогают, они делятся и юридическими какими-то моментами, они просто друг друга морально поддерживают. И вот на самом деле это вот родительское сообщество, это такая помощь для учителя, просто надо попытаться в это сообщество тоже проникнуть. Ну, то есть вы уже сказали 2 сообщества, да, то есть некое такое сообщество педагогическое, Да. такая площадка общения, которая Да. требуется, да. А у меня еще такой вопрос. Консилиум есть в вашей образовательной организации? Педагогический, может быть, Ну, у консилиум, нас- психолого-педагогический? У нас уже в управлении образования. Ну, на уровне образовательной организации нет. Нет у нас. Поэтому тут, конечно, нам и с ребенком повезло, и с родителями повезло. Да, дай бог, чтобы все, кто работает с детьми-инвалидами и с детьми с особенностями здоровья, вот Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Вы все-таки уже такие у нас передовики в области инклюзивного образования. Да, надеемся, что еще будем с вами встречаться. Да, конечно. Спасибо большое. Ну, сейчас опыт работы с детьми с нарушениями зрительного восприятия представит тифлопедагог
Сыктывкарской школы номер 18 Морозова Ирина Геннадьевна. Так, сейчас презентацию. Впервые обучение тотально слепых детей в Сыктывкаре стало возможно на базе средней общеобразовательной школы номер 18 с 2010 года. Ценность и новизна практики работы с незрячими и слабовидящими детьми состоит в получении новых данных, опробировании комплексных педагогических воздействий на психическое и физическое развитие особого учащегося. Уникальность ее определяется в двух аспектах. Нет аналогов в республике по ведению и сопровождению тотально слепых детей на базе общеобразовательных школ. И на фоне возросшей потребности общества в коррекционных школах вероятность открытия специальных коррекционных классов для детей с множественными нарушениями и сохранным интеллектом минимальна. Значит, в ближайшее время возрастет количество таких особых детей в обычных школах, в обычных классах. Все это существенно повышает роль инклюзивного совместного обучения, позволяющего принципиально расширить возможности социализации слепых и слабовидящих детей. Мы знаем, что орган зрения является ведущим анализатором и позволяет получать до 90% информации об окружающем мире. В настоящее время слепые дети представляют собой чрезвычайно неоднородную группу, куда входит несколько подгрупп. Они представлены на слайде. Остановлюсь на диагнозах, с которыми мы непосредственно работаем, а это практическая слепота. Когда у детей сохраняется светоощущение с правильной проекцией, дети могут адекватно определять направление света, или может присутствовать цветоразвлечение, могут со светом и тьмой различать цвета, что позволяет активно использовать зрение в учебно-познавательной деятельности, особенно в пространственной ориентировке. У слепых с остаточным зрением острота зрения варьируется от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции, то есть в очках. Дети видят предмет нечетко, на расстоянии не более 2 метров. Большинство слепых имеют остаточное зрение. К слабовидящим относятся дети с остротой зрения от 0,05 до 0,4, а также с другими нарушениями. Это сужение поля зрения, патологии цветоощущения, косоглазия. Что же такое монокулярное зрение, то есть зрение одним глазом? Первая позиция на слайде дает представление о высоте, ширине, форме предмета, но не позволяет судить о взаиморасположении предметов в пространстве. Все другие позиции на слайде отражают сужение и деформацию поля зрения, которое уменьшает степень полноты, точности, скорости отображения, искажает взаиморасположение предметов в пространстве, их границы и размеры. Давайте сравним особенности образования слепых детей и слабовидящих детей. Слепые дети – это школа номер 3, естественно, программы 3.1, 3.2, 3.4. Слабовидящие дети – это программы 4.1, 4.2, 4.3. Все эти программы предполагают увеличение срока обучения до 5 лет. В нашей школе дети обучаются по программе 3.1 и 4.1. То есть начальное образование они получают 4 года. Все остальные программы – это 5 лет. Основное, в отличие, обучение слепых идет по чтению и письму по системе Брайля. Слабовидящие обучаются по обычным программам. У слепых обязательно коррекционные занятия по развитию осязания, мелкой моторики, ориентировки в пространстве, развитие мимических процессов, развитие зрительного восприятия. У слепых обучение с использованием специального дидактического материала, именно рельефного, тифлоприборов. У слабовидящих используются специальные оптические индивидуальные средства. Это очки телескопические и гиперокулярные, лупы ручные, стационарные. В помещениях создается повышенная освещаемость. При отсутствии зрения возникают значительные особенности развития слепых детей. Ну, вы с ними можете познакомиться на стенде. Я кратко вас познакомлю с этим вопросом. Первое заключается в некотором общем отставании развития слепого ребенка. Это обусловлено меньшей активностью при познании окружающего мира. Это проявляется как в области физического, так и в области умственного развития.
Также можно выделить безинициативность, пассивность слепого ребенка. Чем позже произошла потеря зрения, тем сильнее связана с ней психологическая травма. Вторая особенность. Периоды развития слепых детей не совпадают с периодами развития зрячих. До того времени, пока слепой ребенок не выработает способность компенсации слепоты, а компенсация слепоты идет через познание окружающего мира при помощи сохранных анализаторов, при помощи, в первую очередь, руки, слуха. Представления, получаемые им из внешнего мира, будут неполные, отрывочные. Ребенок будет развиваться медленнее. Третьей особенностью развития является диспропорциональность. Она проявляется в том, что функции и стороны личности, которые менее страдают от отсутствия зрения, это речь и мышление, развиваются быстрее, хотя очень своеобразные. Хочу обратить ваше внимание на своеобразие. Например, речевое развитие. Дети все приходят с дислалией. Они проговаривают множество звуков. Речь их полна эхололии, вербализма. Эхололия – это просто повтор за взрослым определенных слов, которые потом они в своей речи используют неуместно. Вербализм – это непонимание значения данных слов. А другие процессы формируются более медленно. Это движение и овладение пространством. Вы сами понимаете, если ребенок попадает в незнакомое пространство, он просто цепенеет, и, в общем-то, берешь его за руку, ведешь, все показываешь, все обследуешь вместе с ним. Наблюдается при искажении зрительного восприятия ребенок испытывает трудности, как я уже говорила, в ориентировке в пространстве. Наблюдаются особенности формирования всех психических процессов. Наблюдаются ограничения в общении. При нарушении зрительных функций у детей возникает ряд вторичных отклонений. Ослабляются, как мы говорили, познавательные процессы, происходят изменения в развитии быстроты, координации движений, крупной и мелкой моторики, ухудшается осанка. И серьезность вторичных отклонений и степень их обратимости во многом зависит от того, в каком возрасте произошло нарушение зрения и когда началась коррекционная работа. С познавательными и личностными особенностями детей с нарушением зрения вы можете познакомиться на слайде. При сравнении обучения слепых и слабовидящих, опора идет у слепых на сохранные анализаторы, слуховой, кожный, вибрационный, обонятельный, шестое чувство. А обучение слабовидящих опора идет на остаточное зрение. Разработанный нами алгоритм построения модульной системы коррекционного обучения обеспечивает скоординированное взаимодействие родителей и педагогов. Он представлен на слайде и состоит из 3 модулей. Первый модуль – это комплексно-диагностический. С первых дней пребывания ребенка в нашей школе ответственность за него несет сопровождающий его педагог-тьютор. Для детей с нарушением зрительного восприятия эту функцию берет на себя учитель-дефектолог. Основной целью этого модуля является реализация комплексного подхода к изучению личности ребенка со сложным нарушением развития, то есть организацию мониторинга развития ребенка, составляющей частью которого является комплексное динамическое диагностирование детей, проводимое 3 раза в учебный год, сентябрь, декабрь, май. В процессе диагностического обследования обращаю внимание на проявление отдельных сторон психической организации: эмоциональной, волевой, сенсомоторной, интеллектуальной, мотивационной, поведенческой. Диагностическая работа позволяет мне выявить проблемы, трудности, причины отклонений в развитии слепых и слабовидящих детей, определить компенсаторные возможности. С направлениями диагностической работы вы можете познакомиться на слайде, я не буду на них заострять внимание. Большое значение в диагностировании уделяю выявлению умения ребенка пользоваться своим нарушенным зрением и уровню развития сохранных анализаторов, в первую очередь осязания и слуха. С видами диагностики вы также можете познакомиться на слайде. Для проведения диагностического исследования использую индивидуальные карты развития зрительного восприятия. Для детей группы риска с особыми проблемами в здоровье использую дополнительный индивидуальный диагностический инструментарий, разработанный на основе международной классификации, рекомендованный Центром лечебной педагогики города Москвы. Такой подход в диагностике позволил
корректно оценивать даже незначительную динамику продвижения каждого ребенка с нарушением зрительного восприятия, реально прогнозировать уровень потенциальных возможностей развития и социализации незрячих детей. Второй модуль – коррекционно-диагностический. Задачей данного модуля является выявление особенностей развития ребенка с комплексным нарушением, что определяет перспективу построения коррекционного обучения. В период психолого-педагогического изучения ребенка в динамике, отмечая его работоспособность, внимание, переключаемость, степень утомления, выявляются также негативные факторы, которые при первичном обследовании были скрыты и проявились уже в ходе коррекционного обучения. То есть то, что мы составляем, это подвержено коррекции. И последний модуль – коррекционно-педагогический. По результатам медико-педагогического изучения ребенка составляются индивидуально адаптированные программы обучения детей, индивидуальные маршруты сопровождения ребенка. Обучающийся слепой школьник получает образование, сопоставимое на всех его уровнях с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки, осваивая основную общеобразовательную и коррекционную программу, требования к которым установлены действующим федеральным ГОСТом. Основной образовательной программой является УМК «Школа России», так как эта программа соответствует комплекту учебников по системе Брайля. Учебники мы заказываем в библиотеке Брайля, часть учебников у нас есть уже в своем архиве. Грамотная реализация вариативного подхода особенно важна для детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно для таких детей непреодолим существующий зазор между вспомогательным и общеобразовательным стандартом. Мы не ребенка подстраиваем под программу, а программу под ребенка. Правильно выстроенная система стандартов и программ играет роль ступенек, по которым можно подниматься вверх. С направлениями коррекционной работы для обучающихся слепых школьников вы тоже можете познакомиться на слайде. Для расширения общеобразовательных задач разрабатываем адаптационно-образовательную программу обучения незрячего ребенка, соответствующие его индивидуальным особенностям и возможностям, индивидуальные маршруты сопровождения ребенка, где отражены заключения и рекомендации по организации коррекционно-развивающего обучения, индивидуальные учебные планы коррекционной работы, рабочую программу учителя-дефектолога, календарно-тематическое планирование уроков, журналы индивидуальной работы с детьми, заключения по результатам обследования и характеристики, отражающие уровень развития ребенка. Для решения коррекционных задач разрабатываем коррекционные программы, направленные на социальную адаптацию, интеграцию незрячих, развитие осязания и мелкой моторики, развитие пространственной ориентировки и социально-бытовой ориентировки. С программами вы тоже можете познакомиться на слайде. В школе мы реализуем частичную интеграцию и социализацию детей. Занятия с детьми проводятся по рекомендациям ПМПК индивидуально. Все дети разновозрастные. Дети посещают в классе с целью социализации уроки музыки, английского языка, коми-языка, физкультуры. Провожу обучение детей по предметам математика, русский язык, литературное чтение, ознакомление с окружающим миром, учитывая уровень развития осязания и мелкой моторики, развитие пространственной ориентировки и социально-бытовой ориентировки. На общеобразовательных уроках осуществляю следующие коррекционно-развивающие направления работы. Это формирование навыка письма, навыка чтения, вычислительных навыков и навыков решения задач по системе рельефно-точечного шрифта Брайля. На общеобразовательных уроках осуществляю сенсомоторное развитие, формирование пространственных представлений, формирование мнемических процессов, развитие межанализаторных систем, их взаимодействия, формирование функций программирования, охрану и развитие зрения и зрительного восприятия. Перечисленные направления работы являются этапами уроков. На каждом из уроков использую игры и упражнения разных направлений от 2 до 4. Планирование материала провожу на основе соблюдения принципа от простого к сложному, дозирования помощи взрослого, постепенный переход от совместной деятельности к самостоятельной работе незрячего учащегося. Основным объектом оценки достижения планируемых результатов, освоения общеобразовательной программы и коррекционной работы выступает наличие положительной динамики у всех обучающихся.
перечисленных выше интегративных показателях, отражающих успешность преодоления вторичных отклонений в развитии детей. Этому способствовала система реализации общеобразовательных и коррекционных программ. Анализ результатов комплексного диагностического обследования показал высокий уровень и позитивную динамику достижений всех незрячих и слабовидящих детей за 9 лет. Все незрячие дети, их 6 человек, имеют стабильно высокие результаты учебной деятельности. Отличники 2 ребенка, хорошисты 4 ребенка. Особенно хочется выделить результаты обучения первого ребенка, поступившего к нам в 2010 году. Если учесть, что ребенок не посещал дошкольное учреждение и в силу особенностей диагнозов, отклонений в поведении ребенка, совершенно не был готов к школьному обучению, поэтому работу необходимо было выстроить с учетом компенсации пробелов в дошкольном образовании. На сегодняшний день получены довольно высокие результаты за прошедший учебный год, которые показали успешную положительную динамику развития ребенка по всем разделам коррекционных программ. В настоящее время ребенок учится в 9 классе на хорошо и отлично. О качестве образования свидетельствует ежегодное участие незрячих детей в конкурсах наравне с обычно развивающимися детьми. Награждение незрячих детей грамотами, свидетельствами, похвальными листами за особые успехи в обучении предметов. Но за 9 лет где-то 100 вот этих различных грамот, похвальных листов у меня собраны. Конечно, их тут продемонстрировать невозможно. Использование на основе результатов анализа диагностического обследования детей, дифференцированных способов, форм и методов индивидуального подхода, технологий уровней дифференциации, технологии коррекционно-развивающего обучения обеспечила эффективность и качество коррекционного процесса и, как следствие, высокий уровень коррекционного обучения. С позиции ребенка дало возможность развиваться индивидуальному своеобразию личности учащихся, обусловленной природой, создало комфортные условия пребывания детей в школе. Но у меня, конечно, здесь больше направлено на теорию. Да? Кого интересует практика, вы, пожалуйста, задавайте вопросы. Но вот для зрителей вебинара я бы хотела еще остановиться, какие специальные средства обучения и воспитания детей с нарушением зрения есть. Для детей используется специальная разнообразная литература с рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. Вот я хочу продемонстрировать, как наши дети занимаются с этими приборами. Прибор графика, вот с правой стороны на экране, он позволяет модулировать любые формы. Также здесь идет ориентировка в пространстве. С левой стороны очень много игр, причем исполнены они в деревянном, используется деревянный материал, это тактильные игры. И каждое звено в этой игре, оно фиксируется в специальную дырочку, то есть оно не падает. И что позволяет ребенку, в общем-то, свободно себя чувствовать во время игры. Специальный сантиметр вы видите, специальные грифели. Вот ребенок демонстрирует часы, они проговаривают время и проговаривают температуру. Специальный глобус, да, с рельефным покрытием. И как раз вы видите приборы, по которым занимаются дети. Приборы могут быть как металлические, так и пластиковые. Прибор здесь демонстрируется для рисования. Для него нужна специальная такая вот прозрачная бумага, которая есть на слайде. Специальные транспортиры, линейки. Вот они поближе. Прибор для черчения. Вот как раз ребенок демонстрирует, как он работает на приборе для черчения. И прибор-ориентир. Очень интересный прибор, который позволяет моделировать любую ситуацию жизненную. Вот как раз тут смоделирован, да, перекресток. Опять-таки карты. Карты мы берем в библиотеке Брайля. Но этот прибор-ориентир поближе. Также мы пользуемся всеми теми средствами, которые у нас есть в школе. Вот в библиотеке биологии вы видите рыбку. Весь процесс обучения у нас идет в сенсомоторной комнате, как раз вы ее видите. Здесь используется, специально сделала фотографии, чтобы вы видели, как идет процесс обучения по ознакомлению детей
с рельефными рисунками. Да? Тифлопедагог встает сзади, берет ребенка рука в руку, да, и идет обследование. Все вот эти вот книги есть также в библиотеке Брайля. Есть специальный прибор для слабовидящих, для увеличения. Он у нас есть. Спасибо Маргарите Колпашниковой, Маргарите Михайловне. Вот такие книги интересные, с объемными игрушками, тоже есть в библиотеке Брайля. Это средства для слабовидящих учащихся и слепых учащихся, разграниченные. А теперь просто я хотела вас познакомить с тифлотехническими средствами, которые вообще есть. Вот с левой стороны это увеличитель, по центру идет различение цвета, то есть вот этот прибор помогает незрячим различить цвет до 150 оттенков цвета, и прибор этот проговаривает. Все, я заканчиваю. Вот есть специальные картины для слепых. У нас их, к сожалению, в городе нет. И специальный компьютерный тифлокомплекс, он есть в библиотеке Брайля. Печатная машинка. Так, кому вот нужны шрифты, коды, да. И мероприятие по созданию безбарьерной среды, я бы хотела тоже вам кратко показать. То есть вот как раз сенсомоторная комната, есть специальный физкультурный зал, оборудованный матами. То есть если ребенок упадет, он, конечно же, не получит никакую травму. Туалет снабженный специальной кнопкой вызова. Все пороги обработаны резиновым покрытием. И я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить библиотеку Брайля за очень теплую совместную деятельность. Разрешите закончить свое выступление старой китайской пословицей. Хотите счастья на час, дремните, хотите счастья на день, идите на рыбалку, хотите счастья на месяц, женитесь, хотите счастья на год, унаследуйте состояние, но если вы хотите счастья на всю жизнь, помогите кому-нибудь. Мы разные, но мы все должны быть вместе. Спасибо за внимание. Ирина Ивановна, у меня вот вопрос, да, такой, можно позволите, да? Вы уже достаточно давно работаете, да, вы сказали, около 9 лет с детьми с нарушением зрения. Вот начинать с этой категории детей было вот страшно или нет? Вот как опасения, может быть, какие-то определенные были? Или как вы начали? Но мне не так было страшно, как вот выступающим впереди, потому что я была очень долгое время руководителем опорно-методической площадки КРИРО МПК на кафедре здоровья и сбережения. И мы вот как раз занимались этими вопросами индивидуализации обучения детей, да, с особыми потребностями и с особым развитием. И не было такого, потому что сейчас очень много информации в интернете, можно познакомиться со всем через интернет и с опытом работы, и со всем. Главное желание, да? Да, я хочу сказать тем, кто хочет работать тифлопедагогом, нужно настроиться на то, что дети работают очень и очень медленно. Ты задал вопрос, и полминуты ты будешь ждать, когда ребенок осмыслит, сформулирует, и только после этого он тебе даст ответ. Поэтому, конечно же, вот планирование уроков идет с именно учетом того, что дети работают очень медленно. И приходится, как бы теоретическая часть проходит в таком же темпе, как и у нормально видящих детей. А вот на повторении приходится отводить очень много часов. Например, изучаем мы географические карты. Как у ребенка может сформироваться вот это понятие карта? Он, если только сам возьмет, вылепит эту карту, раскатает эти колбаски, вылепит эти реки, вылепит эти горы, тогда он будет знать, где Камчатка, а где наша республика Коми, да? Только вот через практические всякие ощущения. Спасибо большое. Ну, и мне хочется пригласить еще наших коллег, наших партнеров, чтобы они познакомились с особенностями построения образовательного маршрута в специальном образовании. Это наши коллеги со специальной коррекционной школы номер 4 города Сыктывкара, Теплякова Раиса Александровна и Есева Валентина Ивановна. Ну, мы поговорим немного о специальном коррекционном образовании.
ГУ РК СКШ-4 города Сыктывкара реализует адаптированные основные образовательные программы начального общего и основного общего образования. Количество обучающихся на сегодняшний день в школе 83 человека. 73 – это с нарушением слуха и 10 с тяжелыми нарушениями речи. Дети поступают в школу-интернат на основании заключения, выданного по МПК, где указан вариант адаптированной программы, по которому должен обучаться ребенок. В настоящее время на уровне начального общего образования мы реализуем варианты 1.2, это вариант для глухих обучающихся, 2.2, это слабослышащие обучающиеся, и с этого учебного года вариант 5.2, обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи. Данные варианты предназначены для детей, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению начального общего образования в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности. Наши обучающиеся получают образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные сроки. И набор мы осуществляем в первый дополнительный класс. Варианты адаптированных программ реализуются в школе через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с нормами СанПин для детей с ОВЗ. Учебные планы включают обязательную часть, формируемую участниками образовательного процесса, и план внеурочной деятельности, в том числе коррекционно-развивающей области. Варианты адаптированных программ для обучающихся с нарушением слуха предусматривают, что образовательный процесс на всех уроках, занятиях во внеурочное время имеет коррекционно-развивающую направленность. Обязательное включение предметов коррекционно-развивающей области, способствующих наиболее полноценному личностному развитию обучающихся, качественному образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе. В обязательной части учебных планов предметная область филология представлена как интегративная область, результаты освоения которой могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат овладения языком. Эта предметная область в учебных планах представлена учебными предметами: обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, развитие речи. И у нас есть такой предмет, как дактильная речь, это у глухих обучающихся первого дополнительного класса. В предметную область филология также входит учебный предмет предметно-практическое обучение, который сочетает в себе компетенции двух предметных областей – филология и технология. В процессе обучения реализуется принцип связи речевого развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением устной и письменной речи. По учебному плану по варианту 1.2 у нас 5 часов предметно-практического обучения в первом дополнительном классе, а для слабослышащих это 1 час в неделю. Коррекционно-развивающая область представлена в учебных планах индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи. 3 часа в неделю на каждого обучающегося. Эти занятия проводят наши сурдопедагоги. Проводятся фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и техники речи, которые проводятся учителем-дефектологом в специально оборудованном слуховом кабинете. 1 час в неделю в каждом классе. У нас есть музыкально-ритмические занятия, которые проводятся также в специально оборудованном кабинете, и занятия фонетической ритмикой. Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений, в которой различные движения корпуса рук, ног сочетаются с произнесением того или иного речевого материала, звуков, слогов, слов, фраз. В каждом классе по 1 часу в неделю фонетической ритмики у нас также введено. В ГУ РК СКШ-4 созданы условия для реализации адаптированных основных образовательных программ. 42% наших педагогов имеют специальное дефектологическое образование. В 2017 году 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе «Дефектологический подход в образовании детей с ОВЗ». Таким образом, мы считаем, что созданные в нашей школе условия и слухоречевая среда позволяют обучающимся и выпускникам продолжить образование, получить профессиональную подготовку, содействует наиболее полной социальной адаптации и интеграции в обществе. Наши выпускники после окончания школы поступают как в специальные учебные заведения для обучающихся с ОВЗ, так и в общеобразовательные учебные заведения. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Сыктывкарским политехническим техникумом, автомеханическим техникумом, колледжем сервиса и связи.
В дальнейшем наши выпускники могут получить высшее образование как в Сыктывкаре и получают его, так и за пределами республики. Я хочу дополнить Раису Александровну и продолжить разговор о специальных условиях, необходимых детям с нарушением слуха для получения образования. По данным ЮНЕСКО, в мире около 250 миллионов людей страдают нарушениями слуха. В России называют цифры от 13 до 20 миллионов. Из них детей и подростков от 600 до 1 миллиона человек. Процесс образования наших детей с нарушением слуха регулируется так же, как и образование всех других детей, федеральным законом номер 273 об образовании в Российской Федерации. Частью 16 статьи 2 этого закона впервые в российском законодательстве закреплено понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» не с точки зрения ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости создания специальных условий для получения образования. Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов, специальных технических средств коллективного и индивидуального пользования, проведение коррекционных, групповых и индивидуальных занятий и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися. Среди особых образовательных условий в соответствии с федеральными стандартами для глухих детей мне бы хотелось выделить следующее. Специальное обучение для детей с нарушением слуха должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения развития. Следует обеспечить особенную пространственную и временную организацию образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья обучающихся, а также использования разных видов звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального пользования в ходе всего образовательно-коррекционного процесса. Требуется введение в содержание обучения специальных учебных дисциплин и специальных предметов, как говорила Раиса Александровна, не присутствующих в программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам. Необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание образовательных областей и во внеурочной деятельности, так и через специальные коррекционно-развивающиеся занятия. Необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных программ и технологий, обеспечивающих реализацию обходных путей обучения. Также необходима индивидуализация обучения детей с нарушением слуха с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей. Необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет выхода за пределы образовательных организаций. Также следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, специальную психолого-педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха. Также следует вести учет специфики восприятия и переработки информации, овладение учебным материалом при организации обучения и оценке достижений. Целенаправленно и систематически развивать словесную речь в устной и письменной форме, а также развивать альтернативные формы коммуникации, в том числе дактильную речь и русский жестовый язык, потому что они необходимы для реализации познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей обучающихся. Следует осуществлять систематическую работу по формированию и развитию речевого слуха
слухово-зрительного восприятия устной речи и ее произносительной стороны. Так, с обязательным использованием звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального пользования. При наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих, глухих и позднооглохших обучающихся необходимо проведение систематической специальной психолого-педагогической работы и оказание необходимой медицинской помощи. Только при удовлетворении этих образовательных потребностей каждого обучающегося можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. Это чисто теоретически. Что же на практике есть у нас в школе? Так, соблюдение особых условий начинается с комплектования классов. Наполняемость классов в соответствии с санитарными нормами и правилами для детей ОВЗ для глухих обучающихся не более 6 человек, для слабослышащих и позднооглохших обучающихся от 6 до 8 человек, для детей со сложной структурой дефекта до 5 человек. Важным условием является организация рабочего места ребенка. Обязательным требованием является расположение парт в классах полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движение рук, иметь возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом. Также важным условием является организация пространства. Требования к организации пространства. Обязательное наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях. Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий. Визуальная установка мониторов с возможностью трансляции субтитров. Мониторы и их размеры определяются нашей школой, то есть на каждом этаже эти мониторы у нас сейчас есть. Учебные кабинеты наши, включая кабинеты начальных классов, оборудованы аппаратурой, необходимой аудиологической и сурдопедагогической, способствующей развитию слухового восприятия обучающихся, как коллективного, так и индивидуального пользования. Все учебные кабинеты у нас имеют доступ к интернету. В течение всего дня учебного и во внеурочное время ребенок пользуется индивидуальным слуховым аппаратом. В классных помещениях предусмотрены специальные места для хранения зарядных устройств и батареек. Каждый учебный класс, каждый учебный кабинет у нас оборудован компьютерным рабочим местом. Кабинеты индивидуальных занятий для проведения коррекционной работы оснащены стационарной аппаратурой. При необходимости с дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами, визуальными приборами и специальными компьютерными программами для работы над произношением и программами для развития слухового восприятия. Обучение наших детей, как говорила Раиса Александровна, ведется по специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям и с использованием специальных дидактических материалов. Также обязательно у нас коррекционно-развивающая область, это тоже уже говорила Раиса Александровна. Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными курсами коррекционных предметов, таких как развитие восприятия неречевых функций и техники речи, формирование речевого слуха и произносительной стороны речи, музыкально-ритмические занятия, социально-бытовая ориентировка, развитие познавательной сферы. Программа коррекционной работы обеспечивает выявление особых образовательных потребностей глухих и слабослышащих обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии, коррекции развития нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации, интеграцию обучающихся в общество. Спасибо, коллеги. Ну, я смотрю, в чате вопросов нет пока, поэтому мы, наверное, благодарим. Большое спасибо.
Где бы увидеть, кто вообще есть? Как это видно? Видно только по именам. Вопросов пока вот только приветствия одни, да. Ну и, уважаемые коллеги, я хочу представить наших партнеров, наших уважаемых коллег. Это Уланову Светлану Андреевну, директора Республиканского центра психолого-медико-педагогической социальной помощи, образования и здоровья, доктора биологических наук, и Селихову Татьяну Александровну, руководителя отдела Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. И, наверное, такой самый вопрос сложный, да, это специфика построения образовательного маршрута для детей со сложной структурой дефекта. Спасибо, Татьяна Владимировна. Уважаемые коллеги, у нас осталось 10 минут работы, и поэтому мы с Татьяной Александровной решили, что мы очень надеемся на то, что у вас будут прямые вопросы. Это очень важно, потому что нет двух одинаковых детей, и говорить о каких-то, может быть, стереотипах в построении образовательного маршрута очень сложно. Я хочу сразу, пользуясь случаем, дать вам два нужных адреса. Если в вашем классе сидит ребенок-инвалид, и у вас проблемы с построением его образовательного маршрута, я рекомендую обратиться в Министерство образования, в отдел интернатных учреждений и специального образования. Там есть специалист Мауэр Ольга Александровна. Все вопросы, которые связаны с сопровождением ребенка-инвалида, она очень квалифицированно вам раскроет, проконсультирует и даст персональную помощь, окажет персональную помощь. Если у вас сидит ребенок с ограниченными возможностями здоровья, любого спектра, так сказать, дефицитарного, то это, конечно, Татьяна Александровна Селихова. И тоже имеет смысл связаться напрямую с тем, чтобы изложить свою личную проблему с этим ребенком и получить адекватную рекомендацию. Мы специально с Татьяной Александровной сформулировали тему нашего присутствия здесь как вот, построение образовательного маршрута для детей со сложным дефектом. Потому что не секрет, сегодня 30% детей с сохранным интеллектом имеют у нас такую особенность, как многодиагнозность. То есть 30% детей имеют несколько диагнозов. Фарингит, хроническая ангина, нарушение зрения. То есть это дефициты, которые не доводят ребенка до состояния ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ, но они присутствуют. А что касается детей, у которых этот статус уже есть, либо они являются носителями статуса ребенок-инвалид, то там чистый диагноз встречается до 50% случаев. Все остальное – это диагноз смешанный. И очень важно грамотно определить первичность структуры проблемы у ребенка. Вот вы знаете, что у нас сейчас открываются классы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Вы знаете, что по федеральным образовательным стандартам всего есть два варианта обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. Это дети с сохранным интеллектом и это дети с задержкой. Но ведь специалисты вам сразу скажут, что тяжелые нарушения речи, как правило, это характеристика ребенка с интеллектуальными проблемами. Это могут быть также аспект хромосомных патологий. Это может быть аспект ребенка с нарушениями любого другого спектра в хорошей степени выраженности. То есть речь – это показатель, ДЦП, да? Речь – это показатель. И давать рекомендации по построению образовательного маршрута ребенку именно по ТНР, это будет недальновидно и непрофессионально. Сначала надо этого ребенка изучить и исследовать, посмотреть, что у него кроме ТНР. Как правило, вот на 100 человек детей с ТНР, чисто ТНРщиков, может быть, будет 6. Мы ведь говорим о тяжелых нарушениях речи, а не о, так сказать, нарушениях речи такого, знаете, среднего уровня, среднего спектра. То есть их будет очень немного. Во всех остальных случаях диагноз нарушения речи тяжелый, вторичен. А от первичности диагноза зависит и система приемов, методов работы, программа выбранная, адаптированная, все остальное. Я вот обратила внимание, что наши коллеги замечательные из 4-го интерната, которые сейчас очень интересно рассказывали про работу с детьми с нарушениями слуха, я их глубоко уважаю, очень люблю, и это, наверное, лучшие специалисты в этой области нашей республики, ничего не сказали про свой вновь открытый класс с детьми с тяжелыми нарушениями. Одним словом, потому что тема сегодняшней нашей встречи – это именно разработка образовательного маршрута, а они со своим таким вот грузом опытности, они не могут дать рекомендации по всем 10 детям единых по формированию образовательного маршрута. Настолько сложен этот диагноз, настолько он многогранен и, как правило, не первичен. Поэтому пройдем с Татьяной Александровной, она поправит, если я скажу что-то там, может быть, не совсем точно.
как специалист в этом плане, пройдем с вами сам порядок формирования образовательного маршрута. То есть если мы, как уже было сказано нашими коллегами, имеем дело с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, которому нужен этот образовательный маршрут в эксклюзивном варианте, значит, первое, что делается, ребенок направляется на комиссию. Там определяется, есть у него основания для получения статуса ребенок с ограниченными возможностями здоровья и как следствие прописанием специальных условий, или нет таких оснований. Там же на комиссии, когда ребенка внимательно посмотрят его со всех сторон, в том числе с точки зрения сложности дефекта, определят первичность его дефекта и напишут, с чем связаны сложности в обучении. С нарушениями или тяжелыми речи, или с умственной отсталостью, или с расстройствами опорно-двигательного аппарата, или там, с нарушением слуха, или с расстройствами аутистического спектра и так далее. На этой комиссии ему пропишут целый ряд рекомендаций, которые необходимо учитывать при уже уточнении образовательного маршрута. Напишут специалистов, с которыми необходимо заниматься этому ребенку, с кем консультироваться, кем наблюдаться. Это первый этап. Второй этап. Надеемся, что ответственная мамочка возьмет это заключение с рекомендациями и перенесет его в образовательную организацию. Хотя, может, этого и не делать. На сегодняшний день у нее есть право, так сказать, скрыть от классного руководителя заключение комиссии, если что-то там ей не понравилось. Ну, она его приносит в школу. И вот тут учитель видит протокол, где написано, что ребенку рекомендована адаптированная образовательная программа такая-то, 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 такого-то варианта. 1598 с 8 подразделениями и с большим количеством вариантов, или 1599 с двумя вариантами. И вот отсюда начинаются его мысли о том, как формировать этот образовательный маршрут. Потому что именно адаптированная программа уже определяет границы, методы, приемы, ну плюс индивидуальные особенности ребенка. Всегда учитель может обратиться за помощью в центральную комиссию, если ему что-то непонятно в рекомендациях комиссии. Если он не знает, как следовать, как исполнять те или иные назначения, какие приемы и методы работы для этого ребенка наиболее целесообразны. Потому что мы, конечно, стараемся прописывать даже вот по мелочам, но не всегда, может быть, получается. И если такая необходимость есть, коллеги, обращайтесь спокойно и уверенно. Мы найдем время, вам поможем, потому что мы понимаем, насколько это важно для сложного ребенка разработать программу. В принципе, разработка образовательного маршрута – это на сегодняшний день функция образовательной организации. Здесь очень квалифицированно рассказали о том, как работает консилиум в этом ключе. Если он есть, это замечательно. Как работает учитель, какая помощь ему может быть оказана и так далее. И вот еще такой маленький нюанс. Наши дети растут. Дефицитарные состояния, которые выявляются в определенном возрасте, могут с возрастом быть компенсированы или не компенсированы. Поэтому обращайте внимание на те рекомендации в заключении, где сказано о том, когда повторно пройти комиссию. Наши психиатры очень деликатно ставят диагнозы, особенно интеллектуального нарушения, и у них есть такой стереотип, что давайте ребеночку дадим шанс. До 9 лет ему могут ставить задержку. К 10, к 9 годам уже надо определяться точно с диагнозом, и все может измениться. И тогда и наша с вами работа сразу принципиально меняется. Он у нас сидел в классе ТНР, ему выставляет диагноз умственная отсталость, и у нас с вами переходит совершенно на другой формат адаптированной программы. Он уже у нас не ТНРщик. У него это уже вторично, а это значит, что с нарушениями речи надо работать не с речевыми центрами, не с органикой речевых центров, а совершенно с другими вещами. Надо работать с ним как с умственно отсталым и попутно корректировать его коммуникативные навыки и особенности. То есть это принципиально, это очень важно, это надо держать на контроле, особенно если у вас у самих, как у человека, который каждый день встречается с ребенком, есть какие-то ощущения, что не до конца ему правильно поставили рекомендации. Что-то надо уточнить. Отправляйте на комиссию. Вы знаете, что как часто можно на комиссию обращаться родителям? Очень часто можно обращаться. То есть по мере необходимости. Если ребенок дошкольник, у него все процессы очень подвижны. Если это начальная школа, и тоже мы сталкиваемся с ситуацией, когда развитие ребенка осуществляется очень динамично, можно родителей направлять там даже раз в полгода. Если вы видите, что какие-то изменения есть, и надо другие условия ребенку прописать, и это будет ему более полезно.
Спасибо, Светлана Светлана, Андреевна. мы очень надеемся, что Да, будут спасибо какие-то вопросы большое, и да. обращения. И, наверное, самое главное, что сейчас вот такое время, когда мы ломаем тот стереотип, что ПМПК – это та организация, которая отправляет всех детей, допустим, в коррекционную школу. Сейчас очень важно, да, нам очень много приходится вот консультировать и так далее. А сейчас как раз важно формировать, и важно, что он уже формируется в педагогическом, в родительском сообществе, новый стереотип, то, что психолого-медико-педагогическая комиссия – это в первую очередь помощь и поддержка ребенку, семье и в том числе образовательной организации, да, то есть помощь в выстраивании образовательного маршрута и так далее, и так далее. Я бы немножко хотела добавить, что говорила Светлана Андреевна, о том, что мы говорим, что можно обращаться по необходимости, но это не значит, да, что вдруг мы вот увидели, обучаем ребенка по программе адаптированной с тяжелыми нарушениями речи, и вдруг мы увидели, что нет, он туда не относится. Не так просто, да, взять ребенка и бежать сразу на комиссию. Этот диагноз необходимо все-таки уточнить, это нарушение необходимо уточнить, это нужно обращаться в первую очередь, если по уточнению диагноза в медицинское учреждение, да, а потом уже, если какой-то диагноз изменяется, уже и смотреть, какая там будет программа. У нас тут такой есть как бы нюанс. У нас ТНР ставит лор. Интеллектуальные проблемы определяет психиатр. Понимаете? Лор видит, что у него ТНР, но он не знает природы, то он ему поставит этот ТНР. А мама не пойдет к психиатру. И все. И мы получаем ребенка с тяжелыми нарушениями речи, и мы его пытаемся обучать по общеобразовательной программе, ему тяжело, потому что это неадекватный маршрут для него. Ну, я хотела сказать о том, что все равно необходимо Конечно. родителю не бояться, а обследовать ребенка и уточнять именно медицинские диагнозы. И тяжелые нарушения речи ставят, кроме психиатра, и неврологи. Да, то есть обращение. Да. И, наверное, здесь еще очень важна такая педагогическая характеристика, да, Абсолютно. такое педагогическое наблюдение, потому что иногда педагоги, может быть, не очень развернуто, да, какие-то сообщают сведения и так далее. И когда работает консилиум, и когда ребенка этого и обследуют, и с ним работают, и смотрят динамику, опять же специалисты видят, в каком направлении, где динамика идет лучше, где что необходимо еще сделать. Если это динамика вообще, потому что тяжелое нарушение речи – это тяжелое поражение, как правило, это не просто нарушение речи, тяжелое нарушение речи. Ребенок, как правило, не говорящий, там без звукоподражания или на уровне звукоподражания, не воспринимающий обращенную речь, то есть с очень маленьким, если вообще есть пассивный словарь, с отсутствием активного словаря. То есть вы понимаете, речь идет о серьезных нарушениях. Вот, Владимировна, спасибо вот большое. Я минут. думаю, что да, коллеги все-таки знают теперь, большое благодарят как раз за интересную, полезную информацию. И, наверное, кто-то для себя теперь определился уже точно, куда можно обратиться за помощью. Всегда, большое пожалуйста, спасибо. И к нам, да. и в министерство, Да, и можно всегда обратиться и в наш Центр сопровождения специального инклюзивного образования. И мы продолжим у нас еще. Спасибо, коллеги. Всего доброго, коллеги, хорошей работы. Да. И еще у нас одна тема, так, откроете, да? Это построение образовательного маршрута.